Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. И к нам сегодня в гости пришла тренер по кундалини-йоге Елена Машечка. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашей передаче. У нас кулинарный концепт, который мы называем кулинарное ток-шоу. И чем вы к нам сегодня пожаловали? Сегодня мы с вами будем готовить салат, очень полезный, с авокадо, с фасолью, с помидорами. Так, ключевое слово, я так понял, это полезный. Да. Да, а вы, я так полагаю, ну, как тренер, все равно это же разряд фитнеса, да? Ну, где-то вот да, со здоровьем и все прочим связано, то есть очень большое внимание обращаете, скорее всего, на питание, так? Конечно. Да, как будет готовить салат? Как будет готовиться салат? Для начала мы замаринуем лук. Так. Вот у нас полчаса будет мариноваться. Даже? Да, обязательно. Так, у нас передача 45 минут, ну, хорошо. Мы успеем. Да. Мы успеем, да. Значит, я имею в виду, надо начать сразу с лука, наверное, да? Да. Хорошо. Совершенно верно. Ага. Потом мы нарежем помидоры, Ага. перец и авокадо. Добавим еще сыр. Вот, и измельчим грецкие орешки и посыпем все это. Хорошо, давайте начинать. Давайте. Давайте начинать. Ну, вы, начнем я с так понял, лука. сразу с лука. Конечно, потому Знаете лайфхак? Ой, знаете, с луком, чтобы в лук глаза не попадал. В тот раз мне был в гостях один человек, говорит, надо, говорит, в рот чуть-чуть воды набрать, чтобы в глаз не попадало. Не пробовали Я такое? не пробовала. Да. Ну, давайте попробуем. Ну, да, давайте, можете попробовать, да. Вдруг. Угу. Действительно это. Ну, я Вдруг вот- поможет. Да-да-да. Ладно, я уже вы. Хорошо. Лук тоже специальный, да? Ну вот мне больше нравится красный, да. Вы сказали, что да, вы следите за питанием, да. А как вы вообще питаетесь? Как Специальный я питаюсь? подсчет КБЖУ, там, что кушаете, вот полезно, не полезно, да. Ну, скорее всего, вряд ли колу пьете, Колу заедая гамбургерами. Да, совершенно Да, верно. фастфуд, там, отбой, да, наверное? Да, Мясо я кушаете? мясо кушаю, но не в больших количествах. Мгм. Мне больше всего нравится рыба, красная Так. рыба. Так. Индейка нравится, курица тоже, в принципе, я Ну, употребляю. как все, На сухая самом деле куриная грудка. можно есть абсолютно все, вот что хочется. Мгм. Просто не надо это прямо наедаться. Можно съесть и свинину, и утку. Вот что действительно хочется, Ну, то, что вам хочется и доставит всё. удовольствие, и вы вот Ага. съели и радуетесь этому. Понятно, да. А специальным образом вы следите за, ну, вот подсчет делаете там? Подсчет сколько- специально сколько нет, вы- никогда не делала и не собираюсь этим заниматься. Я слежу за качеством самих продуктов, потому что очень много сахара везде добавляют. Мгм. А сахар это, ну, как Ну, первый углеводы, враг. углеводы поменьше, да? Не то, что углеводы, именно сахар. Именно это, сахар. Именно сахар это первый враг нашего А. организма, потому А что то есть кофе без сахара пьете? да, Чай тоже без сахара. чай без сахара обязательно. А мед можно? Мед можно, да. Мед можно. В йогу я Как в пришла. вашей жизни появилась йога? Йога пришла ко мне случайно. Она пришла Вот. сама. Она пришла, можно сказать, сама, да, Так. потому что я до этого занималась. Как вас зовут? Говорит, меня не зовут, а я сама прихожу. Я занималась психологическими практиками, различными тренингами, Ага. вот, занималась рейки. И я приехала вот сюда, в Якутск, в 2011 году и искала нечто подобное, но ничего не находила. И я просто начала ходить на различный фитнес, да, то есть это была хатха-йога, еще что-то, но у меня как-то вот... Но не все равно цепляlo. йога была. Ну, йога была, но мне она никак не привлекала, и я купила абонемент в фитнес-клуб, и когда я пошла на занятия туда, там первое, куда я попала, была именно кундалини-йога. И я поняла, это то самое, что вот действительно мне хотелось, потому Мгм. что в этой практике объединилась не только физическая, да, но и духовная объединилась, и Я, Как духовную практику стала воспринимать. может быть, ошибаюсь, но я почему-то думаю, что философия это все-таки, ну, какая-то такая некая своя философия. Правильно? мгм. Да, а для многих, ну вот, со времен еще Советского Союза мы знаем, что йога это те такие йоги, это специальные люди, которые Мгм. ходят по горячим углям, Мгм. сидят на иголках и по месяцами не кушают. Ну, Мгм. какие-то такие суперлюди, да. Мгм. А вы сказали, что вот всевозможные йоги, и хатха-йога есть, кундалини-йога есть, да. Вот немножко расскажите вообще про йогу. Это что Ну, такое? вообще, Я знаю, что она из Индии, так? Извините, Да, совершенно да, верно. да. Но вообще кундалини-йога, она считается как йога для обычных людей, для домохозяинов. Мы не учимся ходить по углям, по гвоздям. Ну, теоретически Да. можете.
Ну, теоретически можно этого достичь, да, Ага. то есть уменьшить свои болевые ощущения можно. Но зачем, спрашивается? Суть же не в том, чтобы йога ради йоги, Ну, а суть да. в том, чтобы улучшить Я думал, ну вот качество йоги своей вот это жизни. делают, думал, ну зачем они это делают? Ну хорошо, ладно, там книгу книгу Гиннесса пойти там, например, да, Мгм. просидеть там. Суть и- в том, чтобы улучшить качество своей жизни, Ага. да, улучшить свое физическое тело, улучшить э, ну, концентрацию внимания. Мгм. Да, также вот если кундалини-йогу взять, то она нормализует обмен веществ. Опять Ну, же, то есть улучшает здоровье, скажем так. улучшает здоровье, конечно, Так. конечно. Вот, то есть мы делаем для того, чтобы жить лучше и заниматься тем, что нравится, а не йога ради йоги, чтобы постоять на гвоздях Ну, то есть, или как там бы, сфотографироваться и выложить это Если куда-то. человек занимается йогой, то это как бы некий инструмент для того, чтобы улучшения качества жизни. Совершенно верно. Да, вообще любой Я уже йогой. сформулировал некое определение для йоги. Да, половиночки, я думаю, ну, чуть побольше возьмем, будет И достаточно. выжать, видимо, сок, да? Да, мы будем выжимать сок. Сначала мы зальем водой, Так. теплой водой лучше всего. Мгм. Ну, понятно. Так, и будем выдавливать. И выдавливается Да. сок. Мгм. И вот И он, только там, что мы- и он там будет сам просто. Он будет сам, да. Да, мы добавим сейчас смесь перцев, соли. Ну, соль по вкусу я много не кладу, так совсем чуть-чуть. Мгм. Ну, подсолить можно всегда, только хочет Да, побольше, да, да. да. Лучше уж как бы не досолить, чем, Совершенно верно. потому что вдруг кто-то любит вообще без соли, правильно? Мгм. Иногда некоторым хватает достаточно лимонного сока, ну, хороший. Да, это прекрасно получается как заправка. Ага. Вот там много витаминов. Вообще есть такой чудный продукт из йоги, как раз я это взяла. Это лимон, имбирь и лимон, имбирь, получается, и мед. Мгм. Ну, это Вот. вот какая-то такая Да. ядерная смесь. Ядерная смесь, которая для очень- улучшения иммунитета. Да, Ну вот как да, раз когда вот во вот время начинает- пандемии все узнали, что, оказывается, вау, имбирь, Когда вот и имбирь в начинаешь цене сразу заболевать, подскочил. да. Вот прекрасная смесь, чтобы вот выпить. Она, в принципе, вкусная. По ложечке, по две. Очень хорошо. Чем хороша именно кундалини-йоги? Она хороша тем, что она включает в себя все направления йоги. От всего чуть-чуть. Вот, да, это как если мы будем рассматривать, допустим, бриллиант. Если мы с какой-то с одной стороны будем подходить, то мы очень будем долго добираться до сути. А если мы начинаем со всех сторон его изучать, то это быстрее и быстрее. То есть за 1 год практики вот именно кундалини-йоги можно достичь того, что там десятилетиями обычный хатха-йогой тренируется. Вот. Ну, то есть это как бы улучшенная версия. Ну, как бы если взять боевые единоборства, то есть от всего чуть-чуть там взято и сформулировано в этом. Сформулировано, да, но изначально была йога, вот, а потом уже от нее взяли вот именно позы, от нее именно взяли там, допустим, только медитации, да. Вот это вот изначальный вид, мне кажется, который включает в себя весь современный фитнес, откуда все взято. Ну, вот. Поэтому, да. Если вы начинаете заниматься, вы можете взять что-то конкретно подходящее именно вам и делать только эту практику в течение 5-10 минут. То есть не надо часами там сидеть. Это именно для того, чтобы свое эмоциональное состояние привести в норму. То есть чтобы стресс снизить. Да? Есть техники дыхания. Буквально 1 минута, и ты уже приходишь более-менее в спокойное состояние. Да? Гнев, он Пропадает. не то, Или что... куда-то уходит. Да. Забывается. Что делает гнев? Ну, допустим, я разозлился на начальника и говорю, блин, да что он начальник козел, я пошел. Вот можно подышать, вот Так. несколько циклов дыхания Ага, сделать, ага. вот, и мы успокаиваемся. Да? И Да. начальника как бы нету. Не то, что... А Нет, потом начальник снова увидел, остается. опять увидел и Просто опять подышал. мы переходим в такое нейтральное состояние, когда мы можем уже по-другому ситуацию оценить и найти выход. Выход, который будет наиболее приемлемым для всех, в том числе для вас в первую очередь. Ну тогда. Да. Хорошо, как проходят ваши занятия? Ну, например, ну вот вы пришли первый раз, сказали, да, для вас это хорошо. Что вы делали? Когда я пришла первый Да, раз, что да. я делала? Как проходит вообще занятие? Ну, то есть, скорее всего, это там что-то, ложатся, начинают всякие там позы Занятия принимать. проходят на ковриках, в Да, удобной коврики, одежде. да. Все Да. ходят с ковриками. Вот такие тюк-тюк. Ну, обычно они в залах всегда есть, Да, то да, есть да, ага. свой уже носить не обязательно. Ага. Вот, то есть занятия проходят там, мы приходим, приветственная мантра обычно это,
Мантра? Мантра, да. Это который читать надо? Это какие-то некие заклинания, да? Это не заклинание. Что Ой. такое мантра? Мантра — это проекция ума всего-навсего. Ага. И мантра написана на древнем языке, когда... На сутре. Мгм. Нет, ну, это В бумажка общем, такого построен таким образом, когда мы произносим его, мы кончиком языка дотрагиваемся до определенных точек на верхнем небе. Да, Мгм. это определенные точки меридианов. И мы можем запускать, сознательно запускать определенные процессы. Вот и все. Балансировка мозга происходит, правое и левое полушарие, чтобы нами не руководили только эмоции, да, скажем, да, или только логика, чтобы это все было в балансе. Вообще, зачем его мы делаем? Чтобы быть в балансе. Вот и Гармонии. всё. Гармонии с собой, Мгм. с собой, с миром. Вот и Мгм. все. Так, Так. хорошо. Вас легко вывести из себя? Это такой сразу провокационный вопрос. Нет. Вообще невозможно. Можно. Дети, Да. у детей это иногда получается. Детей получается, У да? детей получается, Но но вы в целом- продышались, и все прошло. Ну, конечно, я не то, что продышалась, я понимаю, что это дети, Вы и все извините, что я возможно. перескакиваю туда-сюда, да, Ничего но страшного. да, я так как бы это... Хорошо. Значит, занятие начинается с чтения мантр. Не чтение, мы поем поете? Да. одну мантру, и так мы открываем занятия. Да, Так. потом начинаются... Ну, это такая некая такая разминка, вводная часть, да? Это настройка, именно настройка на практику, чтобы прийти в какое-то хотя бы подобие баланса, чтобы ты мог настроиться и заниматься. Мгм. Не думал, что там у тебя вот еще надо Ну, как то бы сделать, то отошел, сделать. как бы все А проблемы отошли. чтобы ты, настроиться как бы, на себя. На себя, На да, себя, да, а не на сконцентрироваться, проблемы, да. конечно. Хорошо, так, Да. дальше. Дальше идут крии. Крии — это комплексы упражнений определенных техник дыхания. То есть они в определенной последовательности и с определенным временем. Мгм. Никогда последовательность не нарушается, я ее никогда не изменяю. И время даю строго, как вот указано. Да? То есть я всегда Мгм. работаю уже с книгой. Вот, Ну, то есть какой-то некий таймер стоит. да, я обязательно ставлю таймер, Ну, то есть фитнес-таймер, да. 2,5 Поэтому их минуточки. много сейчас вот в телефонах везде, Да, везде да, фитнес-таймеры. да, я всегда использую Ага, таймер. Вот. И если мы сокращаем какой-то, хотим сократить, мы сокращаем все пропорционально, то есть чтобы была целостность практики, она не нарушалась. Мгм. Вот. То есть мы делаем этот крию-комплекс. Бывает Крию. перед этим комплексом какая-то разминка небольшая, да, Мгм. чтобы Ну, размять, растяжка, там, растяжка, да-да-да-да. размять Ага, да, тело, наверно. позвоночник немножко. Вот. И в конце, не в конце, после крии у нас обязательно всегда есть шавасана. Шавасана — это любимая всеми поза. Это поза, когда мы ложимся и просто отдыхаем. После того, как мы хорошо занимаемся, вот, тело может качественно отдохнуть. Мгм. Вот, то есть Зарядиться, зарядиться, перезагрузиться. перезагрузиться. На самом Вот. деле мы вот выработали какую-то энергию, и во время шавасаны вот эта энергия, она равномерно распределяется по телу, и начинается самоисцеление, можно сказать, самооздоровление, потому что где-то вот есть зажатости, блоки, мы это размяли. Когда тело отдыхает, энергия начинает свободно течь. Вот и все. Мгм. И Вот. как долго длится? Шавасана? Ну, вообще все это А, занятие в среднем. час-полтора. Вот так, да? Да. Заканчивается шавасаной. Нет, не заканчивается. А. После шавасаны обычно делается медитация какая-нибудь. Вот, то есть Хорошо, какая, например? очень много разных существует. Например, на процветание. Да? Ну, на то есть, как бы привлечение каких-то... настройка на что? Кому чего не хватает, тот на то и медитирует. Ну, если вы занимаетесь самостоятельно, то да. Если мы занимаемся в классе, то Ага. я выбираю какую-то медитацию, А, которая, мне кажется, вот на данный Подходит момент для всех. подходит к этому комплексу, да, ко всем. Это может быть и на а процветание, какие и самые для, распространенные? Ну, вот говорите, на процветание, хорошо, дальше. для поддержки иммунитета. да. Важно. Конечно, важно. Вот. Для баланса правого и левого полушария, для осознавания своего дыхания. Ну, как бы для сознательного и эмоционального. Да, для баланса. Так, так, ага. Вот, то есть, очень много разных. Много, да? Да, да. М. Для связи внутреннего я, с внешним я, то есть улучшается интуиция, вот, какие-то Даже? подсказки, конечно. У всех есть интуиция, просто Да, кто-то ей она пользуется, есть. кто-то нет, кто-то пытается это заглушить, она же есть у всех. И Да. когда мы начинаем слушать себя, мы начинаем лучше Ну, есть чувствовать люди, свой которые говорят, внутренний ну, голос. я почувствовал интуитивно.
Вот, Как это вот, можно сделать? вот. Да. Так оно и есть. Бывает же так, да? Да, да, Угадать да. как-нибудь, ну или предугадать, да, какие-то события, либо Да, некие процессы. Да, 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 Мгм. да. Вот когда у нас находится все в балансе, мы можем это почувствовать и адекватно среагировать на это. Мгм. Да? То есть не просто почувствовать, о, да, вот так произошло, а мы это Мгм. чувствуем, мы понимаем, и мы можем среагировать, мы можем дать какое-то действие. Да? То есть Мгм. мы сделать, подстелить, что называется, себе соломку, да, куда Соломку, ну, да, как бы на да, то, что да. должно было произойти, и Да. быть готовым. Быть готовым к этому, совершенно Ну, верно. чтобы тебя ничто не вывело из баланса, ты там стоял. Там. Так, да, вы продолжайте, Да, да. да, да. Авокадо. Авокадо мы будем разрезать. Вот почему, вот, кстати, да, вот я в самом начале хотел спросить, почему везде авокадо? Ну, то есть, как бы, любое фитнес-меню обязательно присутствует там или иначе, так или иначе Мгм. авокадо. Потому что сам авокадо очень полезный, там очень много содержится витаминов, и сам по себе он маслянистый, М, вот, то есть им можно заменять масло, м. то есть кому-то нельзя, например, использовать сливочное масло, да, там очень много Ну, холестерина, здесь его нет, м. да, а по вкусу это Полезный холестерин там есть, чуть-чуть. ну, Вообще это нету? Чуть-чуть есть, я знаю. в масле, ну просто там очень много его Ага. лишнего Ага, в ну да, да. сливочном масле. Это можно как диетическое блюдо использовать, да, то Мгм. есть поэтому прекрасно оно сочетается со всем. Оно не имеет ярко выраженного вкуса, но Мгм. прекрасно дополняет вот салаты, какие-то бутерброды. Ну, с точки зрения маркетинга, это производителям манго и там, сельскохозяйственным Мгм. ребятам здорово повезло, что манго вот так в ажуре оказался. Правильно? Ну, конечно, Ну да, конечно. банан же мало кто ест. Банан мало кто ест. Ну, не так, как, допустим, сильно, как бы. И она еще Банан на самом деле она, тоже. она же еще и не такое же и дешевое, скажем так. Особенно у нас, учитывая наши. Дешевое. Но да, мы же его не климатические- едим килограммами, да. Ну, тем не менее. Вот поэтому, Ага. Вот это, по-моему, надо убрать, да? конечно, мы убираем косточку. Мгм. Вот. Мы его очистим. Возвращаясь к йоге. Ладно, вы Мгм. сами начали заниматься, вам это понравилось, и Мгм. вы решили стать вообще тренером. Я не решила стать тренером, А. мне просто хотелось углубиться в практику, Так. поэтому я искала какие-то возможности. Я смотрела школы, которые у нас есть в России, Мгм. мне что-то они не очень нравились. Мгм. Вот. И я один раз захожу на сайт, где там пишут как раз вот такие, такого рода информацию, и смотрю, что самая такая популярная школа на тот момент в Лос-Анджелесе приезжает в Россию. Вот, то есть она часто Мгм. приезжала в Индию, там вела вот эти вот тренинги. Курсы, да? Да. Мгм. Вот, Ну, то а есть тут это курсы, это некое обучение, либо они просто показывают, что вот так можно? нет, это обучение, А, где мы обучение. прямо живем, А, да, там неделю-две встречаемся Ну, несколько чтобы раз в год. Они пройти нас- эти курсы, и тоже можно начать эти практики, да? Так? Конечно, Ага, нам так. даются и домашние задания, вот мы их обязательно И вы делаем. подумали, что это шанс? выполняем. Конечно, я прям чувствую, что вот мне надо туда ехать. Вот, ну тут, собственно, на тот момент у меня не было детей, и меня ничего не останавливало. Мгм. Я, И вы прям побежали туда. ну, почти что да. Так. Я поехала в Москву. Вот. И, собственно, ну, там мое погружение в практику пришло еще больше, еще Мгм. глубже. Вот, я потом посетила еще множество различных семинаров, в том числе во Францию ездила. Вот когда бы я еще могла подумать, что я во Францию поеду на Заниматься фестиваль кундалини-йоги заниматься. Да, трехдневный Слушай, семинар был. Где йога, где Франция? Ну, как казалось бы, да? Да, вот А я в приехала, Индию, я там в Индию не ездили? в Индии, до Индии я не доехала. Ну, еще все Вот, впереди. ну, еще все впереди, я Да. думаю, да, да. Ну, вот как бы на колыбель. Так-то надо же, наверное, съездить. Или как? Это не обязательно. Совершить некий хадж, нет? это не обязательно. Не Но это обязательно. Ну, хочется. понятно, да, да, Конечно, да. Ну, потому что посмотреть это- интересно, да. Ага. Но в чем, опять же, суть? Надо не отходить от этого, не забывать, для чего мы это делаем, для улучшения качества жизни. Мгм. Улучшится наше качество жизни от того, что мы съездим туда. Но может у Ну, кого-то улучшится, кто-то что-то поймет, да, но это не является Ну да, целью. не обязательным этим Да. таким пунктиком. Это Пунктиком не является. пунктик у кого-то, Да-да-да, да, ну, что то вот есть прямо не им надо является. туда съездить, да. Главное, чтобы были хорошие учителя, если ты куда-то едешь учиться, да, чтобы знать, кто там что. Потому что очень много, к сожалению, бывает учителей, которые сами-то еще толком не умеют ничего, но Мгм. уже решили, что они могут Итак, что-то вы
обучились, Да. получили сертификат, диплом, Да. свидетельство Да, получила. и вперед с песней. И- Начали набирать группы. Нет, на самом деле, я же говорю, я получила для того, чтобы углубиться в практику. Я начала еще больше заниматься Зачем йогой. углубляться в практику тогда? Хорошо, прямой вопрос сразу. Ну, потому что, когда ты начинаешь только заниматься, это как конфетно-букетный период. Вот можно назвать его, да? Так. Ты получаешь какие-то вот это ощущения непередаваемые, что вот эта вот одухотворенность постоянная, да? Мгм. То есть сначала-то это не воспринимается как просто как инструмент. Это вот Мгм. вначале ты делаешь, потому что тебе просто, Все видишь через розовые очки, грубо говоря. ну, можно Ну так да, сказать, хорошо. какое-то Ну, время, ну, да. некая такая пора влюбленности. Да, да, период, да, так. да. Вот, поэтому я с большим удовольствием начала на разные практики как раз ездить на Ага. семинары, вот, и Сатнам Райсан в том числе. Это еще более глубокая практика в кундалини-йоге, это целение. Мгм. Вот, то есть, ну, мне это очень нравилось, я это практиковала для себя. Вот, Мгм. на тот момент у нас стоял вопрос с переездом из Якутска, и мы вроде как бы собирались переезжать, и почти что переехали. Вот, но ну, как раз тогда у нас первый ребенок вот, должен был появиться, но у мужа за работу здесь оставалась, Мгм. вот, и очень редко виделись. И потом мы спустя какое-то время опять сюда вернулись. Мгм. Вот, сейчас вот здесь живем. Здесь живете? Да, да. Да, а как Вам- вы же говорили, что вы вообще из Самары, так? Да, Да, а совершенно. как вы в Якутске оказались? Я вышла замуж и Ага. приехала сюда. Любовь, Ну да, значит, да, да, Ну, да, здорово. да. любви. Так, давайте мы пока салатник переложим фасоль. Уже начинаем собирать. Ну, так удобнее будет. Да, ну конечно, да, надо, чтобы общий. Так, это у нас Фасоль. фасоль, фасоль, положим фасоль, туда фасоль, вот и выросла авокадо. фасоль. Вот такой мультик был такой, в детстве моем. Мгм. Упс. Так, дальше мы разрежем перчик. Перец и помидоры. Перец и помидоры, да. Да, ну, чтобы видно было, двинем, граним. Вот, по поводу преподавания. Я преподавала не в таких количествах. У меня был, как это называется, как домашняя работа условно, бескорыстное служение. И я даже одно время давала бесплатные занятия. Вот, М. да, для того, чтобы ну, как выполнить свое домашнее задание. Мгм. Вот, то есть помимо того, что Ну, там... как в самом начале многие так делают, да? Да. Или как? Да, да. Ну, допустим, да. те люди, которые, допустим, учатся фотографии, они говорят, вот, приходи ко мне на фотосессию, я, говорю, Мгм. начинающий фотограф, Мгм, могу мгм. бесплатно пофотать. Вообще я... Грубо говоря, так же, да? Да, Ага, вообще, так. с одной стороны, Вдруг я что-то не так делаю, поэтому могу сделать есть бесплатно. кодекс учителя, где я говорю, что я не имею права бесплатно занятия вести. Но если А. это как искреннее бескорыстное служение, да, то можно было это сделать, и я, Мгм. собственно, так делала. Были периодически тоже у меня группы, но не в так, ну, их было немного, потому что потом ребенок появился, и мне, честно говоря, не совсем до этого стало. Мгм. То есть я занималась ребенком, потому что Ну да, муж чаще приоритеты всего- были. Конечно, приоритеты совсем другие. Муж чаще всего в командировках. Вот, и, ну, собственно, я самый главный ответственный человек за жизнь Да-да-да. малыша, за поэтому ребенка, ну, потом конечно. второй появился. Тем более. Вот. И спасибо, что у меня была йога. Мгм. Она помогала мне оставаться в ресурсе, вот именно в состоянии, что хочется и может. Мгм. Вот, потому что без этой практики я знаю очень много девушек и мамочек, которые очень тяжело становятся. Вот. Спасибо большое. Ясненько. Что вы почувствовали первый раз, когда оказались в Якутии? Ну, в первую очередь, конечно, Мгм. да, мы Я- всегда хвалимся своим климатом. Для нас это Я как бы первый раз оказалась в декабре, и А, как раз ударили ну вот. очень сильные морозы. Так. Я знала, что холодно, но я не А. ожидала такого, ведь я вот когда вышла с самолета, это очень сухой воздух. Сначала даже не показалось, что прям холодно, просто это туман, что ничего Мгм. не видишь. Это как будто только А потом, как да, будто бы все это. минут 5 нас что-то продержали, автобус, что ли, не было, еще что-то, я не помню. Я вот стою и прям понимаю, что он до костей, вот этот мороз пронизывает. Вот. Ну, интересно было на самом деле. Я не понимала, как машины здесь ездят, потому что не видно ничего, туман, Да. вот, и расстояние между машинами. Как вообще там аварии же могут быть? Часто бывает. Вот, да, когда вот приехала сюда к мужу, он мне рисовал карты, как пройти куда-то, потому что не видно даже было, где светофор. Так. Да, на самом деле Да. это очень Ну, смешно. какие-то свои такие особенности. Да, да, да.
Вот. Ну, естественно, по всем местам таким интересным мы проехались, мы посетили сокровищницу. А, Вот, да. их не так много, но они есть. Ну, Да. есть. Да. Царство вечной мерзлоты. Мгм. Вот. Летом как-то мы были на Ленских столбах. Ну, это обязательно. Это обязательно. Вот. А один раз мы поехали в такой поход очень длительный. Мы сплавлялись на байдарках, М, и мы ездили на Синские столбы. ага. Это было неделю Покормили где-то. комаров, так, хорошо. Покормили Это- комаров, это но это тоже такая была обязательно- это тоже- красота. тоже обязательно. Мы были подготовлены, и у нас была прекрасная одежда, которая спасала. Мгм. Вот. Поэтому, ну, на самом деле, красота неописуемая. Вот, ну, Но вы очень стойкая очень. девушка, потому что не каждый выдерживает и говорит, нет, я больше никогда, потому что, говорит, эти но комары. для меня это было испытание. Ну да, но скорее я, всего, так. да, все равно. Но там очень красиво, Там безумно красиво. безумно, да. Вот, Я к то своему есть, стыду только вот 50 лет почти живу, только в прошлом году съездил впервые на Синские столбы, хотя много где был. мгм. Да, там реально очень Само, красиво. само путешествие, вот сплав, да, это Мгм. уже как испытание. Но красота, которую ты видишь, она... Ну, круто, круто. Да, да, я помню, как у нас и там что-то сломалось, и мы шли прямо пешком. Это было Испытание. испытание. Да, Елена, Мгм. знаете, как у меня вопрос возник, который мне не дает покоя? Мгм. Вы говорите, что вот занимаетесь своей практикой Мгм. строго по времени, строго по распорядку, Мгм. да? Да. Учитывая то, что это, ну, скажем так, древняя философия, да, Мгм. кто их придумал? Кто их придумал? Да. Вообще Ну, то есть, как бы, кто-то их придумал, канонизировал, и они вот строго вот так, Открыл это- шаг налево, шаг направо нельзя. эту практику Йоги Баджан, он привез ее впервые в 69 году, начал преподавать в Америке В 69-м прошлого века, в 1969. ну, прошлого века. Вот, до Это этого- относительно недавно. Относительно недавно, да. До этого эта практика была засекречена, и после того, как он начал ее преподавать, ну, весь мир стал на ушах стоять. Вот все звезды стали голливудские, в том Да-да, числе. все йога, вот заниматься. так, бх, да? Да, да, да. Мгм. Вот, то есть, как он сам рассказывал, ну, писал в книгах, что мне говорили, что зачем ты это делаешь, лучше начни преподавать, как все, хатха-йогу. Говорят, нет, я хочу вот именно так. Вот так, да. Вот, да, то есть это практика, которая, ну, на тот момент в Америке хиппи там были, да, Мгм. и Ну, как 69-й год, да, использовалось как раз то время лечение самое от такое. зависимостей. Вот он Первая сексуальная использовал. революция и все прочее. Ну, то Ну, есть, тут как бы имеется в народ виду там... немножко другие вещества, которые вот отравляют наш организм. Да-да-да. Вот. И он использовал это как средство от привязанности к этому и Наоборот. ликвидации последствий. Мгм. Да. Вот, то есть, Ну, то есть он неплохой менеджер и маркетолог. совершенно верно. Да, Совершенно ну, то есть верно. он подумал, где может это пригодиться для того, чтобы, ну-ка, я сейчас на этом Вот. заработаю. Может А быть, до даже так этого думал. передавалось это учение от учителя к ученику, то есть Мгм. для того, чтобы получить вообще какую-то практику, ученик должен был какие-то, ну, выполнить задания учителя, и Да-да-да-да. только потом он, когда считал, что Ну, он потому что же достойным, это рассказывалось. йога в Индии же, она же, ну, грубо говоря, тысячелетиями. да, Да. да. И только тогда, вот в 69 году, стало известно миру, Мгм. допустим, вот начали, допустим, Шатов, Мгм. и она Мгм. перешла. И в Мгм. Советском Союзе она уже была. Мгм. Мы все же знали, что такие йоги. Да, Правильно? ну немножко в другом виде у нас больше это Да. воспринималось. А тот товарищ, который, ну вот, в 69-м открыл, Мгм. он сейчас где? Он уже все. Он уже, ну, как бы, Да, в Царстве Небесном. почел, да? Да, да, да. Потому да. что я, проводя аналогию, ну, допустим, Мгм. есть же вот ушу, кунг-фу, ну, вот Мгм, китайская, да? мгм. Там же тоже... Брюс Ли привез в Голливуд, Ага. стало это популярно, Ага. и потом с ним что-то Во всех случилось, этих которое до сих пор практиках- считается теорией заговора. Там очень много же философии, Да. вот, очень много концентрации, тоже же восточное это все. Мгм, мгм. Вот. Ну, то есть, как бы, скорее всего, были противники для того, чтобы зачем этому всему миру мы тут Мгм. сами по себе Да. в своей каше. Вы понимаете, что сейчас сменяется эпоха. Была эпоха рыб, сейчас эпоха водолей. И если раньше это Я была водолей. Спасибо. не та немножко эпоха, это название эпохи. То есть если я раньше прикалываюсь. это был цель, это как бы смысл в этой эпохе поиск информации, да, то сейчас информация, она доступна. Она доступна в больших количествах, и эти же Да. практики есть Чересчур. в интернете. Я бы сказал. Сейчас самое главное – это опыт, Мгм. получение опыта и передача его. Если ты можешь поделиться своим опытом, вот, То то есть, красавчик.
Да, да, да. А раньше была, вот именно эпоха поменялась, и сейчас очень много в жизни меняется. А как долго будет длиться, вы знаете? Как долго? Да. Но она очень долго, ну конкретно точно я вам не назову. Да. Я Очень не- долго. Ну, на нашу с вами жизнь хватит. Да, нашу с Ну вами. пока мы тогда, значит, будем в Вере Вот Водолея. это- Она вообще случилась, да? Тут Она говорят, уже что- наступила, как кто-то это, говорит, ну как наступила, эпоха кто-то еще. сердца, как есть такие сутры, Ага. что понимать через сострадание, или ты не поймешь время совсем. Вот, допустим, да. М. То есть, Как-то серьезно стало и резко. Ладно? да. Итак, мы нарезали помидоры. Скорее всего, Помидор, это тоже сюда да, надо, это тоже сюда мы кладем. Так, ну вот у нас много салатика получается, класс. Потому что, Все ладно, мы с вами вдвоем, а тут еще накормим Все- всех. съемочная группа, они все А, тоже хотят кушать. Сыр можно тоже класть по желанию. Вот я положу, чтобы он более сытный был. Мгм. Вот, но это, в принципе, не обязательно. Тогда у нас более легкий будет, если мы не будем Если класть. сыр не класть. Если сыр не класть, да. он будет просто более легкий. Вот. Мне очень нравится сыр, я сама люблю. Это не совсем полезный продукт, я знаю. Да? но- да, Ну, я да, думаю, да, что он он хороший. закисляет. Там очень много кальция содержится. С Ага. этой стороны, конечно, И хорошо. сыр но твердый, я смотрю, да? Ну, не мягкий сыр. Или какой? Любой можно это, класть? ну, в принципе, любой можно. Я моцареллу взяла, которая вот для пиццы используется. Ага. Вот, то есть по желанию. Так, и один еще вопрос про ваше увлечение. Вы поете. Да, я И пою. специально этому учитесь. Я в этом году поступила, ну, в сентябре того года, вернее, поступила в музыкальное училище. Ну, это очень забавно, да. Да, потому что я всю жизнь любила петь, и мне это очень нравилось. И я подумала, почему мне научилась это Но вы делать в профессионально. йоге тоже же поете? Ну, мантры говорите. Мы поем мантры, но Да, там и это чтобы немножко лучше петь другое. мантры, вы решили... Нет, или не нет, чтобы они лучше не петь связаны, да? мантры. Они не связаны. Наоборот, когда я пою мантры, честно сказать, я пою не совсем правильно, я пою именно вот как от сердца, чтобы шло. И я Откуда именно- должно идти? А? Откуда должно идти? Ну вот именно от сердца, чтобы вот Должно идти. да, не, Ага. не то, что должно, а я так вот, я так чувствую, как чувствую, я делаю. Вот. А когда я пою уже что-то вот академично, я уже думаю о постановке голоса, о правильном положении, да. Так, мы с вами сейчас измельчим орешки. А, вот так, да. А, Да. ну чтобы это вы в пакет положили, чтобы они Да, не рассыпались. да, хитро, так удобнее хитро. всего. Так. Это грецкий. Это грецкие орешки. Так. Сильно мельчить надо? Да нет, ну по желанию, как вот Ну, нравится. ладно. Не прямо вот в крошку. Ага. Мне кажется, вот хорошо. Не в пудру. Не в пудру, да, в пудру не надо. Понятно. Так, мы сейчас положим лук. Мгм. Слить воду, наверное, надо, Воду да? не надо сливать. Мы, как раз это будет А. наша заправка, мы туда еще добавим масло, это будет очень вкусно. Хитро. Ну, то есть, как бы, Да. забрать оттуда лук и Да. Так, красный. да, мне нравится красный. Специальный люк. Ну, если у вас репчатый есть. Итак, вы ничего на каком страшного. отделении? Да, ну, репчатый лук, да. Вы на каком отделении учитесь? Что вы там делаете? Я пою. Сейчас у меня дирижерско-хоровое отделение. Дирижерско-хоровое. Дирижерско-хоровое. То есть вы еще и дирижировать можете. Могу еще дирижировать. Я учу Так. академический вокал. И также дополнительно занимаюсь эстрадным вокалом. Вау. Вместе с эстрадным отделением, потому что, честно говоря, когда я пришла уже поступать, там места уже не было, и я поступила туда, куда Куда были есть. места. Вот, да, на следующий год у меня такой год, когда надо будет определиться вообще, что мне хочется, потому что, конечно, Мгм. все вместе совмещать это очень тяжело. Мгм. Вот, надо где-то надо выбрать, иначе на все направления Ну, как бы, все не объять. все не объять, да, Так. в одно время. Но вы пошли туда для того, чтобы петь лучше. Скорее Чтобы всего- научиться петь, да, да. Да? А Да. вы, то есть вы считаете, что поете не очень? Или Нет, как? я пою хорошо, Да? но Ну, хотелось, еще чтобы... лучше. Да, А сейчас сможете спеть? могу, Да? могу что-нибудь спеть, Послушаем? Чуть-чуть. Какая у вас любимая песня? да. Любимое или то, что я учу? А? Давайте то, что мы учим, а то... Да, ну, я не Потому знаю. что- Ну, нет, ну, в смысле, вы можете Да. сказать, какая у вас любимая песня, а потом спеть другую. Нет, наверное, я не буду говорить, какая у меня любимая песня, нелюбимая. Ну, давайте. Давайте. Слушаем. Спать, спать, не хочется мне спать, не спится мне, не лягу я в кровать. Нет,
Нет, не хочется мне спать, слышит сердце милые слова. Я танцевать хочу, я танцевать хочу до самого утра. Как будто два крыла природа мне дала, пришла моя пора. Я не пойму, что вдруг со мною стало. Печаль моя исчезла прочь, когда он здесь со мной. Весь мир поет весной, я танцевать могу всю ночь. Браво! Спасибо. Вы поете действительно великолепно. Да, то есть вы еще лучше будете петь скоро. Ну, я надеюсь, да, Да. да. Я хочу немножко сменить репертуар, чтобы он был, ну, наверное, более эстрадно-джазовый. То есть вы, Вот щас- скорее всего, на сцене будете выступать? Ну, Вот это. посмотрим, как это Да? будет. Я Ну, то думаю, есть, если что... вы Я появится бы такая очень... возможность, и вы пойдете на сцену. Ну, я бы очень хотела иногда выступать, но я не привязываюсь к этому результату. Я просто сейчас вот делаю то, что мне нравится, и чтобы в удовольствие это было. Ради процесса. Ради процесса, Ну, да, надо потому же. что вот у меня дочки вот, ну, я вышла из декрета, и я как Ага. представила, что, ну, вот, допустим, только йога или только это, мне мало, мне хотелось вот всегда Еще выразить. что-то, Я всю жизнь в музыкальной самореализоваться, школе реализоваться. училась, мне, А. да, ну, мне просто как приличную профессию надо было получить, да, все вот эти базовые пункты выполнить, которые нам заложены с детства, вот, а теперь, ну, теперь такое время, когда можно уже что-то делать для Ну себя, да, я жизнь, думаю, что как потом... говорится, жизнь одна, самый главный ресурс – это время, да, у нас. Да, Что есть, да, да. И Вы совершенно правильно что нам говорите. мешает заниматься тем, что нам нравится. Совершенно верно. И потом, возможно, я просто еще вокал могу преподавать. Вот, то есть- еще и это. Конечно, конечно, да, да. конечно. Вот. Там будет видно, что будет получаться, что больше захочется на тот момент. Потому что сцена, она такая вещь непостоянная. Ну да. Вот, сегодня, сегодня есть, завтра нет. Вот, поэтому, ну, на самом деле все равно и всегда есть тот, кто хочет учиться. Да, Вот. ну вы поете вы здорово, да. Вот, Спасибо. Давайте мы солить, перчить. заправим. Здесь у нас уже все есть, и соль, и перец. А, вот так. Да, Ну, то есть поэтому вы- мы делаем вот такую заправочку Ага, то есть это мы взяли то, что из-под лука. из-под лука. Да, вот этот маринад, маринад. И добавили оливковое. масло оливковое. Вот, и давайте положим тогда, и уже сверху орешками покрошим, чтобы Вот это так, вот так, вот да? когда было красиво, чтобы Ну, это да, не перемешивать. Да. Столовой ложкой. Мне можно чуть-чуть. Это я как бы делаю вид, что я мало ем. Просто Потом за кадром покушать. За кадром это все съем. Хорошо. да. Я подчеркиваю, что я стройный. Шутка. Сейчас мы орешками посыпем. И сверху орешками, да? Да. А вообще считается же, что вот надо съесть величиной свой кулак, да? Или как? Ну, это в Такой, идеале. такой объем М. пищи. Ну, мне кажется, здесь примерно, Ну вот да, вот. как раз, примерно да. такой объем и есть. Так. Просто у меня есть друг, который огромный кулак. Ну, вот я- Ну, у каждого разный размер Да, желудка. да. Мгм. Орехи. Орехи. Да. Всё? И вот окончательный вид вот сервировки, да? Да. Можно вот так поближе поставить. Вот так. Вот это вот берем пока. Ну, ребята снимут, чтобы это. Ну что ж, Елена, давайте вооружаемся вилками. Вот у нас вилочки. Приятный аппетит нам. Давайте попробуем, Спасибо что у нас, большое. что у вас Вам получилось, да, приятного. точнее. Действительно, соль, может, в этом заправке есть. Что. Мгм. Да, легкий, полезный Да. салат. Спасибо вам большое, Елена. И у нас к концу передачи такая добрая традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру. Пожелания для наших телезрителей. Я желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и процветания. А я еще раз скажу, что у нас сегодня была в гостях тренер по кундалини-йоге Елена Машичка. Елена, вам еще раз спасибо большое. А наша передача на этом заканчивается. Я Петр Цепангин. Программа «Просто вкусно». Будьте здоровы, друзья, и кушайте, как мы. Всегда просто вкусно.